Здравствуйте, меня зовут Айнур Имангалейда, программа «Болашак Узенен Баста». Жизнь как кино. Для сегодняшнего нашего героя эти слова стали жизненным девизом. Айтишник по специальности, режиссер по призванию Сакен Жолдас продолжает покорять отечественный кинематограф. Как ему это удается, мы попытаемся выяснить прямо сейчас. Недоуменно оглядываюсь по сторонам и не могу понять, где наша съемочная группа оказалась в этот раз. Вокруг руины заброшенного здания. Сакен, скажите, пожалуйста, что это за место? Что здесь будет происходить? У меня есть одна идея. Где-то 80-х годов в жанре триллер попробовать снять. То есть сейчас это на этапе сценария. Но я уже начал искать, подбирать локации разные. То есть локации, то есть место съемок. И вот в моем понимании я бы хотел такое, что-то именно заброшенное здание найти. Или такие помещения, где больше напоминает такие ретро-стайл, да, 80-х годов. И вот, на мой взгляд, это помещение очень интересное. И я сейчас как раз приметил и просто хотел бы в будущем, если возможность будет, здесь попробовать что-нибудь отснять. Сакен сейчас выбирает локации, где и будут в скором будущем сняты сцены фильма. При виде таких пейзажей у него в голове сразу рождаются образы и даже целая событийная линия. Вот здесь, он показывает, может затаиться снайпер, а по этой лестнице будет спускаться главный злодей, спасаясь от погони. Слушая Сакена, совершенно четко и ясно, что человек он творческий, который, однако, четко понимает, как распределены роли в кинобизнесе. Мне кажется, вообще киноиндустрия у нас еще развивается. И есть какие-то уже позитивные шаги, да, которые делаются. Но все равно, мне кажется, сейчас у нас, если бы именно молодых новых специалистов побольше становилось бы, и это бы стимулировало бы, то было бы хорошо. Сакен много времени проводит наедине с собой, любит гулять по улицам Алматы, фотографировать удачные, на его взгляд, планы мегаполиса, искать вдохновение в самых разных городских локациях. Говорит, что режиссерские задатки в нем появлялись еще со школьных лет, когда начинал снимать первые видеоролики. Интерес усилился во время учебы в Штатах, а после он уже стал снимать социальные видеозарисовки, поднимающие вечные нравственные вопросы. Я очень люблю выходные. Потому что я провожу весь день с мамой. Утром я встаю в 8 утра и сытно завтракаю. Папе нелегко, я его понимаю. После я беру свою флейту и занимаюсь. Моя мама говорила всегда следовать своей мечте, трудиться и добиваться поставленных целей. Получая эту награду, я убедился, что это возможно. Это достижимо. В университете учился уже на айтишника, и режиссурой занимался параллельно, просто сам увлекался, ходил там, с ребятами снимали. Это еще в Штатах, когда по Болашаку учился. И после, когда я сюда вернулся, просто у меня была камера с собой, с Америки я захватил. И здесь, пока я в каникулах ходил, я стал снимать детей, и просто стал снимать разные сюжеты. То есть в голове какие-то сюжеты приходили, просто начал монтировать их, учился там звук налаживать. И в этом процессе мне очень сильно просто сам процесс понравился. И то, что есть какая-то идея, и ты можешь ее уже воплотить в жизнь и показать зрителям на оценку. И дальше все так пошло. Откуда она свалилась на меня? И куда мне теперь ее девать? Только студенческий твой у меня. Так нечестно! Уф. Я решила преподать тебе несколько уроков самообороны. Я 2 года занимался карате. Проваливай, пока он тебе не вставил.
Конечно, бесспорным успехом увенчалась кинокартина «Он и она», вышедшая в казахстанский прокат в 2013 году. Больше года потребовалось для съемочного процесса и постпродакшена, и вот долгожданная премьера состоялась. Актриса Динара Бактыбаева, сыгравшая в фильме главную роль, рассказывает, что именно Сакен Жолдас открыл для нее мир кино. Придя на кинопробу по воле случая, она идеально подошла на роль главной героини. Сейчас девушка продолжает сниматься в казахстанских фильмах и сериалах, но опыт работы в фильме «Он и она» для нее пока самый значимый. С Сакеном мы познакомились, когда я училась на первом курсе. Я поступила в Алматинский университет энергетики и связи. И получается, во втором семестре объявляется большой кастинг среди молодежи на главные роли в фильме «Он и она». Я случайно попадаю на этот кастинг, ходила на 2-3 пробы, и только где-то, наверное, на 4-ю пробу пришел сам режиссер. Но я не знала, что это режиссер, потому что он был слишком молодой. Для меня режиссер – это человек такой с бородой, старый, седой. Не знаю, у меня было такое примитивное представление. И уже с первого взгляда он показался мне очень простым, очень открытым. Он постоянно улыбался. О необыкновенном видении Сакена в качестве режиссера и сценариста говорит и кинопродюсер, выпускница программы «Болашак» Алия Мельгожина, которая также познакомилась с Сакеном во время съемок фильма «Он и она». Алия особо подчеркивает, насколько ответственно Сакен Жолдас подходит к каждому своему проекту. Сакен, когда я только с ним познакомилась, мне показалось, что это такой человек, который на самом деле только пришел в кино, но у него было очень страстное желание сделать этот фильм, что в принципе меня и подкупило. То есть не в каждом человеке есть вот этот огонек в глазах и четкое понимание, чего он хочет достигнуть, что он хочет осуществить. Поэтому, когда мы с ним обсуждали проект, работали над ним, он всегда стремился к своей цели. Сакен Жолдас вскоре приступит к работе над еще одним фильмом в жанре романтической комедии, детали которого пока держат в секрете. Мы же верим, что его творческий и нестандартный подход к делу станет залогом успешности этого и других его кинопроектов. Кстати, у Сакена есть мечта – снять фильм в Америке и пригласить в него любимую актрису Эмму Стоун. Каждый день, когда я просыпаюсь или у меня какая-то идея появляется в голове, я могу в 3 ночи проснуться и 2-3 часа сесть за компом, написать. И меня это сильно напрягает, потому что я понимаю, что это от этого я получаю кайф. Мне повезло в этом плане, потому что я работаю в той сфере, которая мне очень сильно нравится. Я могу сказать, что я люблю свою работу. Мы постарались рассказать вам истории успешных, на наш взгляд, бизнесменов-болашаковцев, которые, можно с уверенностью сказать, вносят вклад в развитие нашей страны, создавая высокотехнологичную продукцию, сервисы, а также уют и комфорт для жителей этого прекрасного города. Возможно, героем нашей следующей программы станете именно вы. До скорых встреч!